Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв» в студии Ирина Ефимова. Сегодняшний наш эфир посвящен памяти первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Без сомнения, весь народ республики понес тяжелую утрату. Мы в эти дни прощаемся с горячо любимым многим государственным деятелем, поистине исторической фигурой, сыгравшим огромную роль в становлении государственности нашей родной республики. И, несомненно, когда мы говорим о нем, в первую очередь, те, кто родился и вырос в 90-е, в начале нулевых годов, знают и на себе ощущали ту заботу и внимание, которое уделялось детям и в целом подрастающему поколению. Гость моего сегодняшнего эфира – старший референт государственного советника Республики Саха-Якутия, помощник первого президента Сергей Попов, который знает об этом не понаслышке. Добрый вечер, Сергей Владимирович. Добрый. А что для вас лично значил Михаил Ефимович? Вы работали с ним 13 лет. Порядка 13 лет. Ну, конечно, лично для меня он всегда был руководителем моим, и прежде всего был первым президентом народа Саха. И был лидером нации. Ну, как бы это для меня лично. Всегда он был таким был. И когда возникали в работе некоторые нюансы, у меня вот, я всегда в себе говорил, что это как бы для меня не человек, а, во-первых, первый президент нации. И вот он всегда для меня в душе оставался таким. Я к нему так и отношусь до сих пор. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 9 или отправить нам сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. И также, конечно, через наше мобильное приложение можно задать вопрос. Чтобы его скачать, надо отсканировать QR-код, который вы сейчас видите на экране, и там появится окошко со всплывающим вопросом. Вот мне, получается, вы последние уже годы с ним были, до последнего буквально дня. Вот какие вопросы он ставил перед федеральной властью в последнее время? То есть вы же, получается, застали годы его, когда он работал депутатом Государственной Думы. Да, я начал работу у него, когда он стал госсоветником, потом депутатом Государственной Думы, потом опять государственным советником. Ну, как государственный советник он курировал очень много, обширный круг вопросов, начиная с сельского хозяйства, образования, культура. Культуру он как бы постольку-поскольку, а вот здравоохранение, сельское хозяйство, там, производство местное, вот это он очень плотно занимался этими вопросами. И как бы не хочу там как бы казаться слишком много знающим, но вопрос, проблему бедности народа, не только России, он всегда, даже вот когда работал в Совете Федерации, ставил этот вопрос. Проблема низких доходов населения, проблема рождаемости. Вот эти вопросы он, я знаю, горячо отстаивал перед федеральными органами власти, перед руководством. И, будучи депутатом Госдумы, он также курировал Арктику, северные регионы, и такие вопросы. Вот. Было непосредственно он занимался. Ну, получается, Арктика – это же вообще была тема, которую он начал в свое время, да? Арктический совет. Да, мы все знаем, что когда первый президент России Борис Николаевич Ельцин приезжал в Якутию впервые, да, он повез его в Анабар. Чуть ли не коленеводом говорили, там фотографии есть. И ставил вопрос, что народ, в каких условиях народ живет. И он хотел таким образом перед федеральными органами власти, не только перед президентом, но и перед ведомствами федеральными, перед федеральными депутатами показать, что условия жизни на севере кардинально отличаются от условий жизни в центральных регионах. Да? Потому что не грех говорить, что некоторые федеральные чиновники думают, что везде так, как в центральных регионах. Но либо думают так, либо вот был же в те годы скандал с Гайдаром, когда он заявил, что надо людей вообще всех переселить из Арктики, зачем мы на их деньги тратим. Но была такая позиция. Да. Позиция была разная. Говорили, что давайте будем осваивать вахтовым методом. Говорили, давайте будем переселять, закрывать поселки и так далее. Но Михаил Ефимович в свое время отстоял
даже ставили вопрос о возобновлении северного завоза и так далее по арктическим морям нашим. Да? Ну, и таким образом получилось, что мы и не закрыли в то время поселки, люди остались жить там. Социальная политика велась очень такая мощная. Ну, знаете же, да, пенсионный фонд свой открыл Кстати, республику. вот когда я у него брала интервью, он сказал, что больше всего гордится именно тем, что в Якутии создали свой пенсионный фонд, и благодаря этому люди получали пенсии, как часы, и благодаря этому, в общем, 90-е смогли многие семьи пережить благодаря тому, что люди... Да, мы все старшее знаем, поколение получало мы все пенсии. знаем, что зарплата могла не приходить, но пенсии приходили вовремя, да. И сейчас вот, ну, в работе я понял, какой колоссальный труд совершил не только вот первый президент, но и его соратники, сколько там интересов отстаивали в федеральном центре, сколько там здесь проводили работы по социальному обеспечению, это же пенсии, зарплаты, водоснабжение, газоснабжение, там, ну и так далее и тому подобное. Ну, что говорить, если там в самые сложные безденежные моменты мы построили станцию глубокой биологической очистки на импортном оборудовании. Построили газосжижающий завод. Ну, как бы, это когда денег не было. И сделали, допустим, фабрика Сардана, Сахабул, были завезены импортные итальянские, там, германские оборудования, Сахалес. Ну, то есть это говорит о том, что люди не думали о выживании, люди думали о развитии. Поэтому, ну, скорее всего, из-за этого мы сейчас можем говорить, что первый президент в свое время защитил свой народ. Вот так поэтому. Ну, народ уважает его, любит. Мы все видели, вот сидели во время похорон в театре оперы и балета. Нескончаемым потоком шли люди. Считаю, что наше нынешнее руководство очень мудро поступило в связи с этим моментом, что дало людям возможность проститься, лично проститься с первым президентом. И народ приходил и проходил. Я вот даже слезы наворачивались, как люди старые, младые, русские, якуты, там, иностранные, ну, как бы другой национальности люди приходили и проходили. Ну, дать дань уважения первому президенту. Но ваша работа с ним началась с работы над книгой. Да, ну об этом многие говорят. Я, когда поступил на работу, как раз исполнялось 75 лет первому президенту, и мы издали книгу «Путь созидания». Это очень большой труд, очень многие помогали. Помогал Институт гуманитарных исследований, в том числе, ну, очень много сотрудников, его соратники. И несмотря на то, что книга очень большая, на самом-то деле мне было легко его делать, потому что очень много людей помогали из внутренних побуждений со своим желанием. Приходили, работали ночью. Ну, допустим, собираем рабочую группу в 9 часов вечера, потому что люди же работают. И я думаю, ну, кто придет, да? Приезжаешь, там в 11 часов освобождаешься, приезжаешь, а там уже сидят доктора наук, там Ульяна Алексеевна чуть ли не ночевала там. Винокурова. Ну, да, конечно. Ну, и не только она, очень много людей помогали. Сидоров Олег, Мигалкин Афанасий Васильевич. И тогда Мучин Матвей Васильевич вообще чуть ли не сам лично это все корректировали, писали. И получился, ну, я думаю, не буду хвастаться, но неплохая книга. Такой фундаментальный труд, который нам предстоит еще оценить, наверное. Да. Люди говорят, что очень многие говорили так же, как и вы вчера, вот на похоронах, что предстоит еще переосмыслить, понять и изучить и взять на вооружение, как вы говорите. Ну вот вы сказали, что он в том числе уделял большое внимание вопросам демографии. А вот интересно, как он воспринял новость о миллионном жителе? Ну, это как бы наша была же вековая мечта, чтобы население Якутии достигло 1 миллиона человек. И в этом отношении он лично, как человек, который построил Центр материнства и детства, ну, как бы центр оплодотворения и так далее, сократили младенческую смертность, как я знаю, чуть ли не на 100%.
90 с чем-то процентов сократили. И получается, что такие моменты, вот он же очень любил работать с цифрами. Все время заставлял меня искать в статистике, там у кого-то цифры, цифры, цифры. И, конечно, новость о миллионном жителе, он сказал, ну, молодцы. Так. Он редко кого хвалил, но в этом случае сказал молодцы. Вот в годы его президентства особое внимание, конечно, уделялось образованию, науке. Строились школы ускоренными темпами, новые направления возникали. Вот все признают, что это стало таким фундаментом развития Якутии. Вот как он воспринимал плоды своих трудов? Ну, тут, конечно, можно сказать, что вот, ну, знаете же, вот Майтон и так далее, все вот развивалось, цифровое развитие, инновационное, он это очень воспринимал близко к своему сердцу. Почему? Потому что считал это своим детищем. Как бы он, извините, Потому открыл... что компьютеризацию, да? Ну, нет, цифровое развитие, математическое развитие и так далее, физическое развитие, потому что он же, математическое развитие с Алексеевым, они вот очень, видимо, когда он работал в Верхневлюйске, Алексеевскую школу, он, видимо, тогда воспринял это близко к себе. И с тех пор он, вы же знаете, он открыл физмат форум «Ленинский край», математические направленности, более 10 учебных заведений открыл в республике. Ну, не хочу сказать, что он особое внимание к чему-то, какое-то направлению уделял, но, тем не менее, инновационность и, наверное, не зря, вот в прошлом году, по-моему, да, если не ошибаюсь, глава республики Арсений Сергеевич 13 ноября назначил Днем инновации, Днем инновационного развития. День рождения День Михаила рождения Ефимовича. Михаила Ефимовича. То есть это дань уважения и дань его основному направлению. И Михаилу Ефимовичу это, ну как сказать, видимо, импонировало. Он говорит, да, нормально, говорит. Поэтому я же сам тоже как бы плод его этого труда. Он же открывал департамент по подготовке кадров. И будучи уже студентом ЯГУ, тогдашнего, мы поехали в Турцию учиться. Я знаю, что люди учились в Англии, в Турции, в европейских странах, в Азии многие учились. Знаете, наши цирковые, вот, уникальная цирковая школа якутская отправляла детей в Китай учиться. И уникальность этого направления была в том, что отправляли именно маленьких детей, которые чуть ли не с начальных классов, а этим детям надо было учиться в средней школе. И вот этот вопрос они с посольством Российской Федерации решили. И наши дети, тренируясь по цирковым направлениям, в то же время завершали учебу среднее, ну, не прерывали образование. Да. То есть образованию было уделено очень большое внимание. Мы все это знаем. И вы, ну, как вы на себе почувствовали, в Турцию вы ехали от республики, от департамента? Да, от Турции ехали, ну, не только я, очень многие, по-моему, чуть ли не тысячами, как Матвей Васильевич говорил, порядка там чуть ли не 20-30. Это не только вот университеты, но и докторантура, аспирантура, повышение квалификации. Многие наши педагоги, многие наши профессора, многие наши врачи, доктора проходили стажировки, переквалификацию, учились новому. И так получилось, что когда был построен медцентр, была построена центр материнства и детства, кадры уже были готовые и сразу с колес, как говорится, начали работать. И мы, вот ребята в Турции, где-то 60 человек, по-моему, учились, приехали и здесь работаем во благо своей республики. Ну, я считаю, что это правильно. Ну, и вот то, что начинают обучать маленьких детей, вот на примере, вы сказали, цирковых вот этих наших ребят, да, ну, действительно, не было бы тогда якутского цирка, и да, конечно. феномена этого Да, якутского это цирка. не... И высшая школа музыки сразу вспоминается. Ну, да, хореографическое училище, филармония, высшая школа музыки. То есть те уникальные учебные заведения. Вы же знаете, что первое высшее образовательное учреждение в сельской местности было открыто в Якутии. Это вот Чуравчинский институт физкультуры и спорта. Да? Вот таких моментов очень много.
И действительно, в те времена, вот начала 2000-х годов, Якутия во многих аспектах опережала Россию и некоторые даже зарубежные страны. Мгм. А вот он еще говорил в свое время про 5 китов, которые должны сопровождать ребенка. Это музыка, спорт, рисование, шахматы Иностранные и языки. иностранные Да. языки. Ну, в этом отношении Михаил Ефимович, конечно, был очень таким, не знаю, с кем он там, с педагогом общался, но очень много читал. Когда мы ездили в Верхневилюйскую группу, он всегда посещал музей народной педагогики. Очень много общался с преподавателями, с учителями. И 5 китов образования он видел так. Это видел как языки. Допустим, ну, мы сначала тоже как бы удивлялись, как это он. Потом он очень подробно объяснил. Говорит, шахматы – это язык математики. Шахматы – это язык алгоритма. Шахматы – это язык формул. Если вот мы научим детей вот этому языку, то дети получат логическое сильное мышление. Это вот партии и так далее. Вот не только вот задача вывести гроссмейстера, а через всеобщее шахматное образование усилить математику, физику, логическое мышление, любовь к точным наукам. Потом иностранные языки. Он говорит, иностранный язык – это язык международного общения, международной книги. То есть это язык к мировым кладези информации. Это вот открывает, говорит, человека. Потом физкультурное образование. Ага. Это язык тела, говорит, язык здоровья. Это язык, так сказать, каждого человека, как он должен питаться, как он должен дышать, как он должен сохранять вот, свою осанку, здоровье и так далее. Это вот такой язык. Говорит. Потом мы переходим к музыке. Музыка – это язык искусства. Открывает человеку глаза на прекрасное, на красивое, на доброту, на порядочные поступки. Вот таким образом он пытается привить нашим детям действительно, можно сказать, придать совершенство. Если человек вот по 5 этим направлениям будет развиваться, то действительно, ну, это же хореография, музыка, искусство, классика и так далее. Рисование туда же к музыке, Нет, да? рисование, он говорил, это по рисованию он очень... кстати, по рисованию у него было свое видение. Какое? Он говорит, когда якуты... Почему, говорит, якуты очень продвинуты в компьютерных делах? Потому что, говорит, это идет от нашего алонхо. Когда вот дети сидят в своих там балаганах и так далее, и очень же многие говорят, что стены раскрываются, и человек уходит в виртуальный мир. То есть виртуальный мир заложен в наших генах, он говорил. Поэтому наши дети очень к этому способны, но это надо развивать через рисование. Рисование – это воображение, это черчение, это линии, это трехмерное мышление. Вот очень такие подробные вещи. Ну, действительно, вот я согласен, что надо его изучать и изучать. Как, сначала вроде не понимаешь, как бы, потом он же в 96-м году провел первые игры «Дети Азии». Да. По этим детям Азии у него тоже было свое как бы видение. Ну, мы с ним, с Михаилом Ефимовичем, почему-то он раскрывался со мной, ну, когда мы наедине, и говорил такие моменты, которые он на публике не говорил обычно. Вот про «Дети Азии» у него, оказывается, было свое. Вот. Я вот искал, где он, может, там, на выступлениях и так далее, на книгах, но он этого не говорил. Он по «Детям Азии» один раз, когда вот мы вместе были, он сказал, вот вы говорите «Дети Азии», там, великое дело и так далее, но мы же говорили, это был вызов, говорит. Вызов. Вызов не только якутскому народу, но всей России, говорит. Помнишь, говорит, когда вот в 96-м году, это очень трудные времена, не только вот якуты, но и Россия все время думали, что вот Запад, там, западная цивилизация мощнее нас, умнее нас, сильнее нас. Нужно им подражать. И нужно им подражательство и так далее.
нужно у них учиться да, все время. Да, да, все время так. А мы, говорит, вот маленький якутский народ в северной глубинке, проведем, давайте, международные детские спортивные игры. До такого масштаба, чтобы все поняли, что если вот маленький народ северный в России может такое, то Россия может все, что угодно. И вот этот вызов мы приняли, говорит, и действительно народ поддержал. И в 1996 году провели всеазиатские детские спортивные игры впервые в истории. Такого масштаба не проводилось. И это является, до сих пор является как бы самым масштабным и грандиозным событием в детском спорте. Ну, сейчас, конечно, сейчас они же и там, и в Кемерово проводятся, и в Да, Владивостоке конечно, проводятся. да. И под патронажем Олимпийского комитета. Да, да, да. Все это было как бы заложено тогда. И действительно, говорит, когда мы проводили первые международные детские игры, приходилось иногда и поваров чуть ли не там учить, и переводчиков привозили откуда-то. А вторые игры, когда провели, все было уже свое. Все было уже готово. И спортивный объект, и переводчики, и волонтеры, и повара. Все было на уровне. То есть это поднимает нацию, уровень нации поднимает. Вот такие моменты. Потом в 1998 году он ввел практику отчетов правительства перед населением. Впервые в России правительство выезжало полным составом, расходилось по всей республике и проводило отчеты. Это очень даже высоко оценили в Совете Федерации. По-моему, в 2008 или 2009 году сказали рекомендовать всем регионам проводить отчеты правительства. Ну, знаете, впервые тоже государственно-частное партнерство мы ввели, 2000 добрых дел. Знаете же, да? Когда вот народ строит своими силами социальные объекты, государство поддерживает. Это впервые в России, в новой истории России государственно-частное партнерство. И таких моментов очень много. Я вот по 2000 добрых дел помню к 2000 году, а что вот это государственно-частное партнерство с этой стороны никогда даже это вот потом это превратилось, да. Софинансирование Да, получается. софинансирование, помощь в оформлении документов, таких вот как выделение земли и так далее. А потом сейчас как бы методом ГЧП все строится, как бы социальный бизнес вкладывается, а потом государство компенсирует. Совместно как бы. Ну, вы же с ним очень много общались. Наверняка он с вами делился какими-то еще планами, какими-то мыслями по поводу развития республики. Ну, грубо говоря, он абстрактно никогда не говорил, никогда не мечтал, он не был мечтателем. Он всегда конкретно, четко работал с цифрами, с документами. Вот вы же знаете его последнюю инициативу, которую действительно очень сильно поддержал Александр Сергеевич. Это была территория развития местного производства. Давайте, говорит, создадим, посмотрим. Пилотно выбрали, по-моему, долину Иркяни, потом в Горном, по-моему, в Намском районе создадут территорию развития местного производства. Это закон был уже издан. И таким образом он говорил, что сельский человек, говорит, не надо там сельских людей перевозить в город, пихать, а город надо привести в деревню. То есть, чтобы мышление, интеллект, образ жизни сельских жителей поднялся до городского уровня. Это как касается благоустройства, нового облика села, сельского промышленного производства, сельскохозяйственного промышленного производства. Не только вот там сельское хозяйство, а мелкую промышленность, там, сферу услуг создавать. Вот это его мечта была, сделать так, чтобы у людей была, как сказать, повышенная доходность, доходы повышались, не остались в бедности. Вот это его мечта. То есть, чтобы вот уровень жизни именно в сельских территориях подтягивался. Да, когда вот выезжали на многочисленные командировки в Улусы, он же всегда встречается с населением. Не так, чтобы там пришел в клуб, там посидели там, и так далее, а он заходит в частные дома, разговаривает. И, к моему удивлению, очень многие люди знают его лично. И к моему еще большему удивлению, он их лично знает. Там кто-то приходит, какая-то там сунтария, и так далее. Уборщица приходила, сказала там, он говорит, а папа твой
называют по имени. Папа живой? Говорит, нет, он погиб. Говорит. А вы тогда, вот 3 дочери было, вы там средняя или младшая? И там вот так. И это в каждой деревне, в каждом населенном пункте. Его лично знают, и он лично знает. Ну, почему так, я не знаю. То ли память хорошая, то ли специально записывал. Ну, я не видел, что он записывал. Ну, вечно болеет человек, поэтому вот всегда так. И люди к нему очень много обращались. К сожалению, иногда, когда в отъездах он был, к нему обращаются, мне спрашивают, как. Ну, я же не могу там за него решить, когда он в отъездах. И бывает, что обижаются люди, поэтому вот в прямом эфире прошу прощения, кому мы не смогли там помочь лично и так далее. Но Михаил Ефимович всегда хотел, чтобы каждый житель республики жил достойно и получал хорошую зарплату, получал хорошее образование, имел хорошую медицинскую помощь. Вот поэтому, скорее всего, это была его мечта, чтобы республика была без бедности. Ну, и это очень созвучно, кстати, в 2018 году, когда Алексей Сергеевич избирался в первый раз на пост главы республики, там же основная мысль была, чтобы люди в Якутии жили счастливо и богато. Ну, это вековая мечта народа, чтобы не осталось бедных, сирот, инвалидов и так далее. Но одно дело мечтать, другое дело что-то делать. И в этом отношении, когда меня просят характеризовать Михаила Ефимовича, каким он был человеком, я всегда говорю, что одно дело там что-то предугадывать, да, это как гадалка, ну, как ясновидящим быть, да. Другое дело там что-то предусмотреть, предусмотрительным быть, да, там осторожным быть, да. Но всегда считаю, что предвосхитить и направить куда надо, не сидеть как бы мудрствовать там перлами, какими-то мудрыми, а все направить так, чтобы мысли людей были правильно сформированы, чтобы они делали правильные вещи и таким образом хорошо жили. Это, наверное, скорее всего, мудрость правителя. Вот многие же говорят, мудрецы живут в горах, в пещерах, там думают, думают, думают. И вот это мудрый человек. Ну, я всегда удивлялся этому, как это может быть мудрый, который сидит в пещере. Мудрый, наверное, это вот правитель, который взвалил на себя ответственность за каждого человека и таким образом пытается всем помочь. И в этом отношении я, как помощник первого президента, который с ним работал 13 лет, вижу большое сходство с Алексеем Сергеевичем нашим. Ну, как бы он молодой, но вот эта глубинная мудрость народа в нем тоже есть. Мы, конечно, когда увидели первый сценарий, извините, похорон первого президента, тоже все удивились, как это можно так открыть там и так далее. Мы же не сможем. Алексей Сергеевич очень четко, правильно все объяснил. И действительно так оно и получилось. Тютелька в тютельку, как бы, грубо говоря, да. И многие сказали, что вот это действительно мудрое решение, мудрые как бы мысли. И в этом отношении, наверное, меня вот недавно один известный наш человек, тоже уважаемый в республике, бывший судья, говорил, что такие решительные моменты, допустим, когда была гражданская война и так далее, на плечах народа возвысились наши первые основатели республики, да? Амосов, Юнский, Барахов и так далее, Аржаков. А в годы войны Илья Егоровича Винокурова, знаете, который спас народ от Щемяков, депутат, который вот по северным регионам, ну и так далее. А в годы вот изменения индустриального строя наш Черяев, который чуть ли не создал промышленный комплекс, да, и вот 90-е годы мудрость народа избрала Михаила Ефимовича Николаева. Вот сейчас, когда во времена санкций, как во времена вот колоссального внешнего давления, когда вот в федеральном центре тоже вот нужно единство, у нас народ избрал Алексея Сергеевича, которого очень уважал Михаил Ефимович за системное мышление
И я думаю, что наша народная мудрость защитит нас тоже впредь тоже. Ну и вот это, действительно, вы правильно сказали, это не предвидение, а влияние, ну то есть он сам создавал эти Да. события, то есть не где-то в пространстве видел, да. а закладывал основы и предпосылки, то есть то, что сейчас модно называть проактивностью. Да, некоторые, вот почему, потому что всегда же общество никогда не было однородным. Сколько людей, столько и мнений. Попробуй их собрать воедино, попробуй соблюсти такую золотую середину, там, чтобы никто там не ушел вперед, никто не остался сзади, чтобы, как сказать, помогать слабым, работать с сильными и так далее. Вот это, наверное, мудрость, я так считаю. И Михаил Ефимович в этом, скорее всего, преуспел. Если мы считаем, что он сначала избирался 76% голосов в первом сроке, потом 56%, но он участвовал в жизни как в качестве депутата в 6 выборах, всех побеждал, когда участвовал, и в 2 выборах вот президента он тоже побеждал. Ну, то есть получается, что когда он участвует в выборах, он побеждает. И нашему народу нужен такой лидер. Не надо вот говорить, что давайте вот сейчас он победит, потом проиграет, потом что-то. Это в большой политике это не котируется. И Михаил Ефимович говорил, что если человек, руководитель, чувствует за собой поддержку своего народа, то он может вопросы ставить перед федеральным центром. Поэтому, когда он говорил о декларации государственного суверенитета, например, подписание федеративного договора, подписание 15 соглашений, договора о разграничении полномочий, договора о разграничении собственности федеральным центром и так далее, он всегда опирался на наш народ и всегда чувствовал. Поэтому, когда мы поддерживаем своих руководителей, то мы все выигрываем. Надо не только о себе думать, надо и думать о вот наших сельских жителей, надо думать о учителях, о врачах, которые нас учат, лечат, и об инженерах, которые там обеспечивают наши ЖКХ и так далее. Поэтому я считаю, что народ должен верить своему руководителю и поддерживать. И Михаил Ефимович пользовался этой поддержкой. Можете какой-то эпизод вспомнить из жизни, который бы вот, характеризовал Михаила Ефимовича? Ну, таких эпизодов очень много. Но вот хотелось бы во время прямого эфира, чтобы люди почерпнули для себя что-то, как в своем жизни. Да? И один случай был, когда мы ездили в командировку в Улус, он встречался с главами. И в одном Улусе, когда вот глава начинает докладывать, он спрашивает: а где ваши карты? Карты. Глава удивился: какие карты? Ну, как какие карты? Говорит, карты сельских дорог, карты поселений, карты сельскохозяйственных угодий. Где они? И они нашли там где-то в шкафу запыленные вот эти карты, и там стряхнули с пыль и стали показывать. И говорят, тут же нету дороги. Говорит, мы вот так проехали. А это сельскохозяйственное угодье, оно давно заброшено. Говорит. Пашня у тебя там советского, ты не умеешь. И глава, конечно, удивился. Да, я не говорю, что вот там плохо, но Михаил Ефимович всегда работал с цифрами, с фактами и желал, чтобы люди тоже работали с этими цифрами и фактами. Когда вот приезжали в деревню, он говорит, карту поселения открывает генплан, в этом доме кто живет, сколько человек, сколько пенсионеров, сколько инвалидов, какой у них доход, какое хозяйство, сколько коров. Все подробно спрашивает. К сожалению, многие главы этого не могут сказать. Поэтому хотелось бы, чтобы наши руководители, там, депутаты, главы сельских поселений, муниципалитетов, наши даже министры знали свой народ, во-первых, людей, потому что Михаил Ефимович знал людей и ставил в первую очередь человека. Я бы хотела закончить эфир, опять же, словами самого Михаила Ефимовича. Давайте послушаем.
Обращаюсь к детям нашей республики. Я постоянно подчеркивал, не стесняйтесь, будьте открытыми. Если вы будете открыты, то республика наша будет открыта. Смелее ездите. Вы с одного материала, как говорится, Творец нас создал, всех людей на земле. Поэтому не стесняйтесь, будьте открыты, общайтесь, ездите, узнавайте. И то, что вы увидели там, привезите на родину. На базе этого развивайте республику. Ну, вот эти слова, обращенные к детям, наверное... Да, это очень к месту. Большое спасибо. И хотелось бы поблагодарить наш народ за то, что он благодарный, потому что счастливым может быть народ, который умеет быть благодарным. Если мы не можем быть благодарными, мы не будем никогда счастливыми. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. На этом программа «Якутия Лайф» подошла к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.